Всем привет! Сегодня рассмотрим комплект запчастей для капитального ремонта двигателя Z16XE, который пришел на замену старому двигателю Z16XL. Поэтому многие запчасти для капиталки подходят на оба двигателя и в том числе на Lanos 1.5. То есть сегодня постараемся ответить на вопрос, что лучше откапиталить свой двигатель или взять все-таки уже бэушный двигатель. То есть при необходимости ремонта двигателя всегда возникает вопрос. То есть ремонтируем или берем БУ двигатель. Говорить о плюсах и минусах здесь будем недолго. То есть начнем с плюса от капиталя двигателя. Это, конечно, уверенность в том, что мы получаем определенный запас ресурса, то есть двигателя, в зависимости, конечно, от того, какого качества использовали запчасти. Минус капиталки в том, что она дороже, чем покупка БУ двигателя. Но при этом минус покупки БУ двигателя может то, что он может сломаться через месяц, может через 60 тысяч. То есть здесь гарантий стопроцентных нет, что данный двигатель проходит больше, чем предыдущий. Плюс в том, что, конечно же, бэушный двигатель обойдется намного дешевле. Перейдем же к запчастям для капиталки. Начнем с низа двигателя. Нам потребуются уже и сальники коленвала, и вкладыши, и поршни. Начнем с поршней. Стоимость может немного, конечно же, отличаться в зависимости от ремонтного размера. То есть рассмотрим на примере плюс 0,5. У нас сегодня поршни компании Neural, Mappisan и Yanmar. То есть в принципе Neural выйдет немного дороже, буквально на $10, чем поршни компании Yanmar или же Mappisan, но поршни компании Neural уже сразу укомплектованы кольцами. То есть это уже плюс уже для бюджета и для удобства. Не нужно будет одевать кольца самостоятельно, чтобы их не сломать при переставлении с одного канала на другой канал самого поршня. И естественно не нужно будет подбирать кольца уже от другого производителя, либо такого же производителя. То есть зачастую комплект поршня уже с кольцами выходит намного дешевле, чем покупать их в раздельности. Что касаемо качества, то по качеству между данными производителями особо большой разницы нет. То есть, а вот уже приблизительную итоговую сумму мы уже подобьем в конце видео. То есть минимальную сумму для капитального ремонта, то есть используя самые бюджетные запчасти, и максимальную сумму. То есть, а более подробно вы уже сможете уточнить уже у наших менеджеров, где можно сэкономить, где какими запчастями заменить, где взять наоборот лучшее качество, где можно позволить себе взять немного качество похуже. То есть для этого сейчас видео будет тайминг, и вы можете сразу перейти к концу видео на нужное время и уже увидеть итог всей стоимости капиталки. Также не забывайте подписаться на наш канал. В описании будет ссылка на наш магазин. Вкладыши коренные и шатунные также отличаются по ремонтным размерам, как и поршни. Из высокого качества, конечно же, качество оригинала, это вкладыши компании Kolb & Schmidt, как коренные, так и шатунные. То есть единственное плюс их в том, что они хорошего высокого качества, часто устанавливались по оригиналу на заводе, но минус в том, что у них высокая стоимость. Выход из данной ситуации также есть хорошие по качеству вкладыши от компании NE, которые предлагаются за меньшую стоимость, чем Kolb & Schmidt, но при этом по качеству практически не уступают компании Kolb & Schmidt. Также можно выбрать и поршни компании NE, то есть можно сказать, NE это золотая середина стоимости и качества. Есть, конечно же, и бюджетные варианты, в 2-3 раза дешевле вкладыши, это компании Partsmall, Грох или же компании Yanmar. То есть стоимость ниже, но и качество, соответственно, также ниже. Сальники же коленвала, то есть нам также потребуется для замены, то есть передний и задний. То есть из высокого качества всем известные компании это Elring и Victor Reigns. Два производителя, которые практически на одном уровне по качеству и стоимости. Бывает, конечно, небольшое отличие. Например, там задний сальник коленвала Elring дороже, чем задний сальник коленвала Victor Reigns, а передний наоборот Victor Reigns дешевле, чем Elring. Есть и совсем бюджетные варианты, такие как GP Group или Dell Automega. И, конечно же, есть качество высокое, то есть оригинал GM. С прокладкой ГБЦ также, в принципе, как и с сальниками коленвала, есть Victor Reigns или Elring из высокого качества. Из среднего качества есть, как и сальники фирмы Corteca.
который тоже предлагает как и сальники, так и прокладки довольно неплохого качества за небольшую стоимость. Также после прокладки ГБЦ нам потребуются, конечно же, и болты ГБЦ, которые рекомендуется менять каждый раз после снятия головки блока цилиндров. Вот поэтому, собственно, есть у нас комплект, например, от компании Elring. Немного дешевле будет, конечно, комплект болтов от компании Fabi Bilstein. То есть и совсем бюджетный вариант, который будет в 2 раза дешевле, это болты компании BGA. То есть, так как мы уже подошли к самой головке блока цилиндров, нам, конечно же, потребуется клапана впуск, выпуск, направляющие клапанов и так далее. То есть из вариантов производителей клапанов у нас есть, конечно же, клапана компании АЕ, хорошее качество, более бюджетное качество, это уже клапана компании BGA. И также есть клапана компании Mapart, Mapisan, тоже более бюджетные варианты, как впускные, так и выпускные. После чего, естественно, нам нужны и, соответственно, направляющие клапанов. В принципе, из хорошего качества можно выбрать компанию Fresia, более бюджетные, опять же, по качеству и цене. Это будет направляющие компании BGA. Сальники клапанов из хорошего уже качества, конечно же, мы можем взять Elring, Victor Reigns, и либо же Götz. Конечно же, есть и более бюджетные варианты от других производителей. То есть, подбивая итог по 2 вариантам ремонта, то есть возьмем бюджетный вариант из перечисленного списка, это у нас выходит около $530, и самого качественного уже выходит более $750. Но опять же, данные цифры не совсем точные, так как все это индивидуально и на чем-то можно сэкономить или выбрать среднее качество. Поэтому для более точного просчета можете обратиться к нашим специалистам, они помогут вам подобрать уже самые оптимальные запчасти по качеству и под ваш бюджет. Ссылка на наш магазин будет в описании под видео. Также не забывайте подписаться на наш канал и поставить лайк. Всем удачи на дорогах и до новых встреч!